9 августа организаторы национального обрядового праздника коренных малочисленных народов севера Республики Саха-Якутия «Кочевье 2022» подготовили для горожан и гостей северной столицы праздничное шествие народов Якутии в национальных костюмах, которое посвящено Международному дню коренных народов мира. По обычаю обряд проводят шаманы или старейшины рода. Всех мы поздравляем вас с Днем коренных народов мира. В этот день мы разжигаем свои родовые огни. Дух огня помог всем нашим сородичам. Мы просим наши духи хранить нас и наших близких. Наша республика сегодня гордится теми законами, которые решают задачу сохранения уклада жизни. И я бы сегодня, никто вот на этой площади не знает, есть такой закон, который объединил все народы. Благодаря подголову Александру Григорьевичу, председателя Ассамблеи народов республики, был принят закон о кочевой семье. Этот праздник является праздником для всех народов, населяющих нашу республику. История, культура, традиционные виды хозяйствования коренных народов мира, несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире, являются важными темами в глобальной повестке. Они обсуждаются сегодня на всех уровнях. И, конечно же, то, что делается у нас в стране, то, что делается у нас в республике для поддержки коренных народов, является примером для всего мира. Благодарственным письмом награждается Туприна Пелагея Ивановна. Награждается Попова Прасковья Карповна, старейшина долганского народа. Я горжусь тем, что принял участие на сессии Всемирного совета коренных народов в городе Женева, в Швейцарии. Это было в сентябре 1991 года, и на сессии Всемирного совета было принято решение учредить День коренных народов мира и ежегодно отмечать этот праздник 9 августа. С чем я вас поздравляю от всей души. А жизнь нам дана одна, каждый миг ее ты цени. И даже если она трудна, твори добро и люби. Валерия Валерьевна Попова, представительница долганского народа из Анапарского района. Күн курдук көне санаалаах, миннигес мичилейбит, өгөрүк төрбүк көрбүк курдук, коба кыргыттардаах. Кыра кихи мурун бүйөте, одунтан оңорулаах, чыңыстан жылгалаах, корсун ходот уаллаах. Целая семья Варякиных. Нас очень много, и буду рада, если вы нас запомните. И все-таки, как говорят, что юкагиры бывают только в Нижнеколымске, в Среднеколымске. Нет, все-таки в Аллайховском районе, в Русском Устье, в Чукурдахе живем мы.
Зимняя одежда также обладает многими качествами, необходимыми в тундре, где часто дуют ветра. А вот подъюбник предназначен для создания объема основной юбки. Благодаря этому аксессуару наряд выглядит более женственным. Такие наряды передавались по наследству и очень ценились. Варвара Васильевна представляет образцы эвенкийской одежды тунгусов рода Бута. Участница под номером 4 Виктория Лебедева. Женская шуба из оленей шкуры ручной выделки идеально сидит на фигуре. Функциональная и нарядная одежда прекрасно подходит как для праздника, так и для будней. Перед вами уникальные работы мастерицы Валерии Валерьяновны Поповой. Комплект женской и мужской зимней меховой одежды. Вся выделка ручная, сшита тоже вручную. Техника шитье, вышивка и аппликация. Родовое мужское полупальто кафтан из летней шкуры оленя. Пальто для молодой девушки имеет обережный узор ясал, что в переводе означает глаз. Дünneйлими Багдама иманна иду демани. Тыргани вак гюргудям эдавым октонгачи. Мамми битал дичанам очанам дубунгачи. Бадюрнестен сулани чаралара биракчан. Бабушка огонь, ты нас храни всегда и сделай так, чтобы были тучными стада оленей. Thank you.